обучать. Вот. И поэтому вот уже новый вид направленности. Это не обязательно безработные, это мы список составили. Профотбор ведут они, потому что они больше знают, кто подходит им на их предприятия. Также по заявке нашего управления ДТ, это в Речпорт Стропольщиков. То есть здесь вот мы будем с 2 предприятиями работать. Почему? То есть они не только, мы с ними заключаем договор на обучение, переобучение или повышение квалификации, но также и нам проще с ними работать. Они всегда идут к нам навстречу, стажировка. То есть после обучения они проходят стажировку, и нужно, вот на сегодня я хочу отметить управление Алмаздортранс, Речпорт в частности, а все 100%, которых мы направляем на обучение, они трудоустраиваются. То есть здесь отсева вот как такового нет. В Тасюрях точно так же. Почему идет профотбор в Иркутске? То есть мы набираем, отправляем все документы в Иркутск, и там идет профотбор, чтобы потраченные средства на обучение не прошли даром. То есть после того, как ребята... В их числе молодые специалисты до 30 лет и сельское население. А работать предстоит им на Верхнем Унском месторождении. Отбор представители компании провели в конце декабря. 85 человек предоставили пакет документов, врачей и работников культуры и спорта. В течение года идет набор ребят, заканчивающих школу и желающих получить высшее образование. Надо сказать, что конкурсный отбор непростой, но тем не менее удается поступить многим. У нас уже есть наши первые выпускники, которые приехали после окончания высшего учебного заведения и трудоустроились уже у нас в нашем Ленском районе. Это у нас и в нашей Заведение выбрано, ребята подают заявки представителям администрации, после чего проходит процесс их рассмотрения. Обязательными условиями являются: в течение всего обучения средний балл студента не должен быть ниже 4. Получив высшее образование, ребята должны возвратиться в район для дальнейшей работы. Сегодня в район уже вернулись 12 молодых специалистов. 5 из них работают в здравоохранении, 7 человек в образовании. Администрация Ленского района совместно с Центром занятости населения также разработала план мероприятий по проведению года содействия занятости. В нем речь идет об организации общественных работ для безработных граждан сельской местности, где кроме крестьянских хозяйств и бюджетных организаций больше никакие предприятия свою деятельность не осуществляют. Поэтому для незанятого населения, безработных граждан, мы организуем общественные работы. Это временные, сезонные работы, где работодатель оплачивает, допустим, какую он там минимальную оплату труда, а Центр занятости оказывает безработному материальную поддержку. Так, дальше идет общественные работы на селе. Это новое, оно вот где-то 3-й год только у нас. В данном случае это мы заключаем договор, чаще всего с индивидуальными предпринимателями, но в основном с крестьянскими хозяйствами. И вот у нас общество с ограниченной ответственностью Батамайское, где привлекают здесь не безработных, а незанятых граждан. Тоже на временные работы до 3 месяцев. Да, здесь уже так. Работодатель оплачивает им заработную плату в пределах минимальной оплаты труда и предоставляет нам справочку о налог, и мы возмещаем полностью 100% затрат работодателю. Это общественная работа на селе. Сегодня ставится вопрос, чтобы на селе по мере необходимости создавать небольшие предприятия для трудоустройства сельчан, тем самым ориентировать местное население на самозанятость. Также будет оказываться помощь в поиске работы, испытывающим трудности с трудоустройством. Это категория инвалидов, многодетных и одиноких семей и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Нужно честно сказать, что трудоустройство этой категории очень сложно, потому что инвалиды, даже те, которые у нас и стоят, и обращаются, вы знаете, есть вакансии, но есть, которые они нам карту индивидуального, программу инвалида предоставляют, а там же особо, то есть врачи им рекомендуют определенный вид деятельности, работы. Вот иногда не совпадает у нас, поэтому вот такая трудность. А трудоустройство многодетных, одиноких без проблем, будем так говорить, да. И из мест лишения свободы это граждане, нужно сказать, не всегда их тоже желают взять на работу. Но тем не менее мы будем и работали, и будем над этим вопросом работать.
Продолжится и работа по трудовой занятости несовершеннолетних. В прошлом году 199 ребят были устроены по договорам в различные предприятия. В городе в основном это бюджетные учреждения, центры дополнительного образования и школы. В селах это администрация наследников и крестьянские хозяйства. В этом году снова молодые клиенты Центра занятости, не имеющие профессионального образования, будут направляться на профобучение. В прошлом году было обучено 45 ребят, но, по словам руководителя Центра занятости Раисы Бараковой, это достаточно мало. Сегодня обучение будет проходить совместно с промышленными предприятиями. Также одно из направлений по снижению на рынке труда безработных, по которому будут работать сотрудники Центра, это создание собственного дела. Продолжится стажировка молодых специалистов, содействие трудоустройству инвалидов, проведение профориентационной работы среди школьников и молодежи, для того, чтобы в будущем ребята выбирали те профессии, которые востребованы на рынке труда, а также ярмарки вакансий. В случае приема на временную работу Центр занятости выделяет материальную поддержку трудоустроенному безработному в размере 9,5 тысяч рублей в месяц. Что касается, то сейчас это 152 тысячи рублей. На сегодняшний день, по данным Центра занятости населения, экономически активного населения в Ленском районе 29 667 человек. Официально зарегистрировано безработных 328. Когда нужны госуслуги.ру? Когда в планах свадьба? И дети. Когда меняете права или купили автомобиль? Когда надо оплатить штрафы вдвое дешевле. Или сэкономить 30% на пошлинах? Госуслуги на все случаи жизни. Управление Госстройжилнадзора Республики Саха-Якутия предупреждает: прежде чем произвести оплату застройщику по договору участия в долевом строительстве, обязательно ознакомьтесь с проектной декларацией на сайте застройщика. Проверьте наличие у застройщика разрешения на строительство. Убедитесь, что застройщик имеет право аренды или собственности на земельный участок. Зарегистрируйте договор в управлении Росреестра. В противном случае вы рискуете стать обманутым дольщиком. Берегите свое будущее. Если вы стали свидетелем жестокого обращения над детьми, просим позвонить по номеру. Мобильная кризисная служба. До того, как получить статус официально безработной, Наталья работала в компании «Алроса» в ЛТП-1 в должности инженера ПТО. Была устроена на период декретного отпуска основного работника. Уволилась по окончанию трудового договора в 2014 году. После этого я осталась безработная. По исполнению ребенку 3 лет я встала в Центр занятости по безработице. И там я увидела объявление, что выдается субсидия в размере 150 тысяч начинающим предпринимателям. И решила попробовать себя в должности ИП. После того, как Наталья осталась безработной, Знакомилась с бабушками,
У меня есть бабушки, для которых я готовлю, которых я очень люблю. Наталья написала бизнес-план на получение субсидий. Решила открыть кафе русской кухни. Тем более, что готовить девушка любила. Сегодня Наталья сняла небольшое помещение, провела весь необходимый ремонт. Дальнобойщиков или людей, которые приезжают с Натуры, Артанахара, с Южной Нюи, с Северной Нюи, которые просто здесь находятся проездом. Вот для такого контингента у нас вот будет предложено меню, вот именно пельменей, вареников и всего остального. А также мы будем ребят собирать в рейс. Да, мы им будем собирать заказы с собой. Они могут брать с собой специальные кузовки, в которые мы им будем складывать еду в дорогу. У Натальи большие планы на будущее. Разработать линию диетических обедов, меню для детского питания. Уже сегодня по этому пункту девушка ведет переговоры с крестьянским хозяйством поселка Мурья на поставку молока, творога и сметаны. Но это все в ближайшем будущем. А пока Наталья занята подготовкой к открытию, которое планируется на конец марта. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Конец третьего урока в среду для 1 Б самый долгожданный. После физкультуры в классе их ждет вкусный и полезный перекус. Дети гадают, что же это будет – молоко, йогурт или снежок. Йогурт, молоко, как-то снежок. И они очень вкусные, и они питательные. Они до костей полезные. И у них есть белки, это очень вкусные и полезные. Молочную продукцию первоклассники получают 2 раза в неделю. Производят ее в Мирнинском молокозаводе. В этом году здесь планируют выпустить порядка 540 тонн молока и молочной продукции. Из них около 16 тонн – это молоко первоклассникам Мирнинского района. Чтобы детям было удобно, молоко, йогурт и снежок разливают в специальные упаковки. В 2018 году будет произведено вот таких вот маленьких бутылочек 76. Занимается дизайнерской частью всего ребрендинга нашего молокозавода, который сейчас происходит. Проект «Молоко первоклассникам» реализуется в рамках муниципальной программы «Мирнинский». Опрос родителей, стало ясно, что инициатива очень хорошая и необходимо продлить ее на все поселения, на все образовательные учреждения Мирнинского района. И с 1 января 2020 для этого тари по 200 мл. На реализацию проекта «Молоко первоклассникам» на этот учебный год из районного бюджета выделено почти 3 миллиона рублей. В будущем обеспечить молочной продукцией планируют все начальники. Школы республики имеют возможность поступить в самые престижные вузы страны, приняв участие в предметной олимпиаде. Если в предыдущие годы старшеклассникам Горного Улуса приходилось выезжать на олимпиаду в другие районы, то в этом году впервые олимпиада проводится в районном центре в селе Берджигостях. Комиссии будут известны результаты, и мы очень... Олимпиадную работу учащиеся написали по математике. Впереди участников ждут олимпиады по истории, географии, информатике, физике, обществознанию, биологии. До экзаменов, чтобы все исправить. Победители олимпиады смогут вне конкурса поступить в такие известные вузы страны, как Дальневосточный федеральный университет, Российский государственный педагогический университет имени Александра Герцена, Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Николая Баумана и многие другие. Сардана Захарова, Михаил Мордовской-Михута, Горный.